А начинаешь мечтать там о феде, допустим, когда уже есть смена. Вот, покупаешь по ошибке сначала не тот фед, покупаешь фед микрон в полкадра. Блин, потом как-то раз возникает, их же не продают просто. Хоп, выкинули фед 5C, нет, 5, просто 5B, 5B, все, находишь где-то деньги, бежишь за 70 рублей, покупаешь этот фед 5B, ура, есть фед. Потом уже мечтаешь о зеркалке, чтобы вот там телевик, там был, объектив вообще не купить было, знаешь, как, только то, что там идет с ним. И где-то с рук у кого-то вжи покупаю зенит с объективом. Вот, хоп, там следующая ступенька. Потом прихожу туда, узнаю, что где-то в Карткеросе в магазине лежит любитель на широкую пленку. Все бросаешь сразу, не спрашивая, как я вернусь домой. Садишься на автобус, едешь, а там один всего, покупаешь этот, потом какой-то бомж проводит, там последний автобус успеваешь до остановки тебя, значит, даже не думаешь там, как вернешься. Вот у меня появился любитель. А когда пришел работать, а там, как я говорил, уже аппаратуры, там есть все. Kia 88 на широкую пленку, нет, тогда Salute S еще был, Kia 88 не было. Salute S со сменной оптикой, там и зениты, и таиры, и все, что хочешь было. И вот спустя какое-то время ты начинаешь мечтать о чем-то другом, на что стоит Nikon тогда стоил 10 зарплат, там, допустим, и сколько-то. О нем даже не мечтать нельзя. Хотя у кого-то там было одного-двоих там и не получалось. И тут приезжают с Казани мужики, кроме Никона, который там стоит там 1200, там минимум до 3000 хорошие модели, что рублей за 300-400 бушный можно купить иномарку такую, значит, дальномерную. Они почему-то, если это не лейка, то не такие дорогие. Там рублей за 350-400. Все. Срочно, значит, ультиматум жене. Денег не будет, разведусь, буду утаивать. И с деньгами едешь, и где-то с рук там на прилавке немножко не то лежит, мужик тебя зовет, едешь за ним куда-то там к нему домой, он тебе показывает, просматриваешь, и я покупаю себе Яшику 35, шикарнейшая камера, до сих пор вспоминаю, только вот в дальнейшем только лейка пленочная с ней могла где-то сравниться, с центральным затворчиком, специально более вытянутый корпус, чтобы пленочка шла ровнее, объектив на 1.8 резкий до безумия, качественный. Сказка, ломался сколько раз, я там плакал, людям бежал, ну хоть как-то сделайте, сколько раз ремонтировали, значит, вот есть сделана масса кадров. Ну и повезло то, что, наверное, у меня у одного, наверное, был объектив, который тоже мужик случайно занес, я побежал домой к маме, занял у нее там денег, 70 рублей, купил себе Русар, правда без видоискателя, то есть снимаешь вот так, а что влезает, я не знаю, то есть я поставил другой видоискатель поменьше, чтобы хотя бы примерно представлять. Вот я так смотрю, оно будет где-то вот так, значит. Вот. Ну вот, то есть вот эти мечты, они как бы были. Они были реализованы. Ну вот «Рыбий глаз», когда там, по-моему, появился, тоже прямо кайф такой был. То есть как бы, ну вот эти мечты, да. А у людей, допустим, у кого-то другое было направлено. Марк, допустим, он сразу мечтал и сразу это получил. Ну как не сразу купил. Pentagon Six с портретником на широкую пленку. Хотя на самом деле аппарат так, когда сегодня понимаешь, даже по тем меркам он дерьмовый, вот, но тогда не очень мы разбирались, не очень мы понимали, когда мы мечтали о «Зените», мы не очень понимали, что там по-идиотски сделано внутри за объективом все бликует, все металлические части, у тебя получается серая картинка на этом «Зените», они не чернили ничего, гады. Тем же страдал и Pentagon Six. Сейчас мы знаем, вот, что надо было тогда покупать, Rolleiflex с двумя объективами, вот, с 2.8 дырочкой с этой, вот это была сказка, и по сей день он ценится, допустим, вот там. И от этого много чего зависело ведь. Я помню, Олег Сизаненко по работе, у него было за бешеные деньги, он где-то там с нефтью там работал в конторе, была Mamiya. И когда контора распалась, он туда ушел, забрал это, какую-то компенсацию выплатил, но он понял, что он с нее не получает карточек. Он едет в Москву, эту Mamiya с 3 объективами меняет на Hasselblad с 1 объективом, тоже бушный, но и сразу карточки идут. Вот они сразу. То есть все равно такое продолжение вот твоей души должно быть. Должен аппарат к тебе вот попасть, на тебя лечь, не просто хороший или плохой. Он твой должен быть, какой тебе нужен.